Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Рамиль Галиуллин. И сегодня мы покажем момент трагедии на улице Клары Цеткин. А что там полтела нет? Вон на асфальте мозги-то. Под колеса КамАЗа попал 62-летний мужчина. Расскажем, как во дворе дома 19-летний водитель легковушки сбил 2 человек. Им потребовалась медицинская помощь. А также задержание нетрезвого водителя во дворе дома на улице Серова. Еду такой, боком наваливаю, да, и вот эти вот господа такие пристроились сзади, за мной тоже боком наваливают. И конфликт пешехода и водителя на улице Лаврентьева. Я сначала так удивилась, думаю, мужчина себя постоять не может. Один из мужчин в качестве аргумента достал пистолет. Все это прямо сейчас. Мужчина попал под колеса КамАЗа сегодня днем на улице Клары Цеткин, рядом с Адмиралтейской. Трагедия произошла в 50 метрах от регулируемого пешеходного перехода. Мужчина, предположительно в состоянии опьянения, стал переходить дорогу, когда машины остановились. В этот момент грузовик тронулся. Он проехал по голове и верхней части туловища человека. От них не осталось практически ничего, а после этого уехал с места происшествия. Установить личность погибшего пока не представляется возможным. Документов у него не было. Видеорегистратор автомобилиста, который ехал за КамАЗом, запечатлел последние секунды жизни пешехода. Видно, что мужчина пытается обойти грузовик спереди, практически вплотную к кабине. К слову, пешеходный переход, оборудованный светофором, находится буквально в 50 метрах от того места, где пешеход вышел на проезжую часть. В этот момент большегруз трогается с места, оставляя за собой страшный след длиной в десяток метров. Очевидцы тут же остановились, водитель КамАЗа уехал с места наезда. Водитель автомобиля КамАЗ, двигаясь по улице Клары Цеткин, направление улицы Боевая, совершил наезд на пешехода мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Грузовик проехал по голове и верхней части туловища человека. От них не осталось практически ничего. Документов при себе у погибшего не было. Всем было понятно, жертвой стал кто-то из жителей ближайших домов. Кто-то под покрывалом узнал очертания соседки, любительницы крепких напитков. Телосложение похоже. Пропащая женщина. Пропащая в плане. Кто-то даже боялся что-то предполагать. Просто стояли и смотрели на то, что осталось от человека. А что там полтела нет? Вон на асфальте мозги-то. Просто из окна увидели, что вот тут труп лежит, вышли посмотреть. А не определишь, он же покрытый. Местные жители рассказывают, наезды в этом месте бывали часто, но после того, как установили светофор и нарисовали зебру, стало куда спокойнее. Раньше сбивали вот там, где зебра. Поставили светофор, зебру, все. Но почему он тут пошел, я удивляюсь. Можно ведь немножко пройти и там пойти. Вон же спокойно проходят, останавливаются машины. По предварительной версии, погибший мужчина был в состоянии опьянения. Его личность вскоре установили. Мужчине было 62 года. Скрывшийся КамАЗ объявили в розыск. Его нашли и задержали через 2,5 часа после наезда. За рулем большегруза находился 37-летний житель Казани со стажем вождения 19 лет. Он рассказал, пешехода просто не видел и узнал о случившемся только после задержания. Сейчас во всех обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, «Вызов 112». 2 человек, мужчину и женщину, сбил 19-летний водитель Mitsubishi Lancer. Он сдавал задним ходом во дворе одного из домов на улице Новосветлая в Казани. Удар был не сильный, на автомобиле нет никаких повреждений. Но вот обоим пешеходам 44 и 46 лет потребовалась медицинская помощь. Пострадавших с различными травмами госпитализировали прибывшие на место врачи скорой помощи. Почему не увидел людей, молодой водитель объяснить не захотел. 26-летний байкер на скорой помощи отправился в больницу с подозрением на перелом ключицы после столкновения с «Ладой» 14 модели на улице Профсоюзная. Автомобилист перестраивался на левую полосу. В этот момент мотоцикл врезался прямо в водительскую дверь «Лады», пропоров ее насквозь. 18-летний автомобилист признался, байкера просто не видел. Привычка, то, что когда слева машина стоит, там обычно никого нету, а забывают то, что мотоциклисты, они же маленькие, они просачиваются.
Грузовой ВАФ и кроссовер Hyundai Creta столкнулись на перекрестке улиц Васильченко и Восстания. Люди в аварии не пострадали, скорость машин была небольшой. По предварительной версии, и грузовик, и кроссовер двигались в одном направлении, в сторону улицы Кулахметова. Как рассказала девушка, водитель Hyundai, она двигалась в среднем ряду. Когда самосвал, перестраиваясь туда же из левой полосы, зацепил кроссовер. Из-за этого Hyundai и развернула поперек дороги. Мужчина за рулем грузовика свою версию произошедшего рассказать отказался. Водители остались на месте аварии дожидаться сотрудников автоинспекции. Водители «Лады» 13-й модели с признаками сильного алкогольного опьянения остановили автоинспекторы во дворе одного из домов на улице Серова в Казани. Его заметили еще на центральной дороге. Манера вождения сотрудникам ДПС показалась странной. Машину решили остановить, а водителя проверить. В это время авто нырнуло в ближайший двор. Там водителя и задержали. Короче, еду такой, боком наваливаю, да, и вот эти вот господа такие пристроились сзади, за мной тоже боком наваливают. Молодцы ребята, работают. После задержания водитель «Лады» не потерял хорошего настроения. Был весел и приветлив, но была одна проблема. С машины надо было снять номера, а открутить их он никак не мог. Автомобиль, как выяснили сотрудники автоинспекции, не стоит на учете. Молодой человек его купил. Прежний хозяин регистрацию аннулировал, а нынешний на учет автомобиль ставить не спешил. А давно купил? Ну как, недавно, грубо говоря. Эту машину автоинспекторы заметили еще на основной дороге. Внимание привлекла манера езды. Она показалась неадекватной. Машину решили остановить, водителя проверить. В этот момент «Лада» свернула во двор. Там ее и задержали. У данного водителя имеются признаки опьянения, поэтому в данный момент отстраняем его от управления транспортным средством. От процедуры он не отказывался, был рад видеть даже понятых. Здорово, пацаны. Знаком вам этот водитель? Нет? На предложение пройти освидетельствование на месте согласился сразу, и даже с первого раза получилось сделать выдох. Идет анализ. Понятые, 0,560. 34-летний мужчина и не отрицал. Пил перед поездкой. Говорит, причины были, но вдаваться в подробности не захотел. В скором времени его ждет суд, лишение водительских прав и штраф в 30 тысяч рублей. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Рамиль Шайдуллин, Вар Шарифуллин, вызов 112. Мужчина забежал вечером в торговый комплекс на улице Лаврентьева, спасаясь от водителя «Мазды» с пистолетом в руках. Только забежав в людное место, он почувствовал большую безопасность, чем один на один с вооруженным человеком, и позвонил в полицию. Прибывшие на место стражи порядка звонившего обнаружили в аптеке, но вот угрожавшего его мужчины на месте уже не было. Я еще сначала так удивилась, думаю, мужчина себя постоять не может. Что-то вышла на улицу, там никого нет. Продавец продуктового магазина рассказывает, забежавшего к ним мужчину, если не знает, то, по крайней мере, часто видит. Живет, говорит, где-то неподалеку, нередко к ним заходит за покупками. В этот раз продукты его не интересовали. Едва зашел в магазин, сразу взялся за телефон, звонил в полицию. Ну, постоянно нас, можно сказать, это место. Сильно испуганный был? Я бы не сказал. Стражам порядка он рассказал, на улице возник конфликт с водителем иномарки, после чего последний вышел на улицу и достал пистолет. Установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них вынул из барсетки предмет, конструктивно схожий с огнестрельным оружием, после чего заявитель покинул место происшествия. В результате конфликта никто не пострадал. Конфликт вспыхнул по одной простой причине. Пешеход шел по тротуару, там же ему навстречу ехала и машина. Прохожему это не понравилось. Проезжая часть всего в паре метров. Он достал телефон и стал снимать нарушителя. И уже не понравилось водителю. Остановить съемку он решил, достав из барсетки предмет, похожий на пистолет. В настоящее время стражи порядка устанавливают всю картину произошедшего. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Рания Абдрахманова, Анвар Шарифуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами. В студии был Рамиль Галиуллин. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.